О выдаче льготных кредитов для фермеров Министерство сельского хозяйства заявило еще в начале этого года. Тогда на пресс-конференции чиновники ведомства рассказали, что фермерам выдадут от 4 до 5 миллиардов сомов. И все в этой программе кредитования хорошо, если бы снова не некоторые неприятные факты. Накануне в Джугурку Кенеше депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что в списке получателей этих займов значатся крупные компании депутатов парламента и членов кабинета министров, тогда как простых аграриев там меньшинство. В социальных сетях депутат опубликовала даже список крупных получателей льготных сельхозкредитов. 73 предприятия вошли в список, которым выделяется почти 4 миллиарда сомов в поддержку фермерским хозяйствам. Да? Так вот, первоначальный список, который вот вытащили мои коллеги, это неделю назад, да, и там вот просто для примера, одна из компаний, вот компания, вот Бахус, которой выделяется 76 миллионов сомов, которые в 2020-2021 году 0 отчислений в бюджет и ни одного работника нет. В списке потенциальных получателей льготного кредита всего указано 73 компании. Фирмы просят выделить им по 100, а то и по 150 миллионов сомов. Вот только они, говорит Сурабалдиева, скорее всего, аффилированные. Мы начали обзванивать ЛКПТ, регионы, спрашивать, мои коллеги, члены комитета по бюджету, знают ли наши фермеры в жилмассивах, в этих селах, в регионах о том, что вообще такие 4 миллиарда выдается. Приходила ли им информация какая-то? И когда этот вопрос я задала на комитете, замминистра сельского хозяйства, он очень сильно нервничал. И не очень себя корректно вел, конечно, да, он в буквальном смысле начал спорить, говорить о том, что на сайте Министерства сельского хозяйства висит вся эта информация. У нас, к сожалению, цифровизация еще не дошла в той степени, чтобы в регионах фермеры, которые заняты повседневно, сейчас пассивные работы начались, горячий период, чтобы они сидели, вот 16 марта вышло, чтобы они отследили и так быстро все это, заполнили 73 компании. Кстати, список, который в своем твиттер-канале опубликовал нардеп, простым гражданам недоступен. Ни на сайте Министерства сельского хозяйства, ни в базе банков, которые выдают эти льготные кредиты, а их у нас 2. Найти информацию о том, какие компании получат деньги под низкий процент, невозможно. А все потому, что самые внимательные могут быстро понять связи с известными людьми. Так как там резонансный вопрос был, в связи с этим отозвали, чтобы полностью обсудить в расширенном формате. После обсуждения потом будет приниматься решение. Поэтому у меня информации нету. Этих депутатов. Просто некоторые депутаты вчера высказали мнение, что могут быть связаны данные фирмы. Поэтому для того, чтобы полностью изучить данные доводы, поэтому и организуется встреча 21-го. Давайте возьмем список, который опубликовала Сурабалдиева. Мы увидели там знакомую фамилию Саккараев, который значится владельцем компании Томат KG. Как выяснилось, это сын депутата Джугурку Кенеша Медербека Саккараева, а кредит им нужен для увеличения площади посева томата. Они занимаются от начала до конечного результата. Это Томат KG. Они начинают семена высаживать в теплицах. У нас в теплице у него рассаду. Рассаду они высаживают потом в поле, получают помидоры, потом идет переработка. Завод является самым большим заводом в Средней Азии. Это же хорошо для Кыргызстана. Для реализации проекта Министерству финансов поручено выделить Аильбанку 5,5 миллиарда сомов и РСК банку 4,5 миллиарда сомов. Всего на сферу переработки сельхозпродукции предполагается 4 миллиарда сомов. Для агрегатов промышленного кластера, предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, торгово-логистических центров, семеноводческих, племенных хозяйств и питомников, плодово-ягодных культур, а также вновь образованных предприятий пищевой промышленности будут выданы кредиты по 150 миллионов сомов для всех кластеров со сроком возврата до 60 месяцев. Как выяснилось, по этому проекту кредиты еще никто не получал. Ушул жерде 10 миллиард сом каралып атат, бөлүнүп атат.
Для сельского хозяйства выделяется 10 миллиардов сомов. Простые фермеры могут получить до 5 миллионов сомов. Сейчас неизвестно, когда будем выдавать кредиты, пока не составлен договор с Министерством финансов. Как будет ответ, мы начнем работу. Но нам уже дали список компаний, которые хотят получить кредиты. Если они будут соответствовать нашим требованиям, то мы начнем выдачу. Но этот список предварительный. Там фирмы, которые сами хотят получить. Мы должны проверить их документы, провести анализ. Напомним, что в ноябре прошлого года на заседании Совета безопасности президент Садыр Джапаров поручил ГКНБ проверить деятельность государственных банков, которые призваны кредитовать фермеров на льготной основе. Тогда глава государства заявил, что из выделенных государством средств на развитие сельского хозяйства фермеры получают только 3%. Остальные 97% получают бизнесмены, депутаты, министры, губернаторы и их родственники. Позже чекисты сообщили, что начато расследование по факту коррупции в Аильбанке, отметив, что подтвердились факты незаконного и нецелевого выделения кредитов отдельным компаниям под залог неликвидного имущества. Сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту коррупции. Кубат Хуаншпекулу, Адлет Чукоев, НТС.